полторы у меня. Ну вот такие, такой. Вот смотри, что у меня есть лошадь. А здесь это, ну, как темнеет? Да? Оно темнеет не в 10 где-то темно станет, а время голодаться успеет. Это что-то, что из листового. Есть. Просто я яблоню там положил, а на фруктовых этих деревьях для уюта. Но я пока оставлю. Со Стефаном. Это все СССРовское же железо, оно такого сейчас и нету. Что-то новое купишь, оно не работает. Оно раз и ломается, гнется. YouTube. Можно. А сколько у тебя земли? Гектар. Гектар. Было 2, мы от одного отказались, потому что здесь налог бешеный, как будто мы на Красной площади живем. Ну сейчас так вот. Сделали они там по-новому все. А сколько гектар стоит? Стоит? Ну да, в год. Платить налог 2500 за гектар. А что так дорого, действительно? И за 2 надо было 5. В Абхазии очень дешево. Ну просто это сейчас такие новые законы. Раньше по-другому было, раньше копейки, а сейчас вот так вот. Мы отказались. Ты здесь 3 года. Да. А до этого? Что до этого? До этого был... Жили где? Да. Жили мы до этого в Тольятти. Тольятти. Ну не в Тольятти, в Жигулевский спальный район Тольятти, на другой стороне Волги. Угу. Такая в горной чашечке, такая, городок маленький, провинциальный. Но самая главная мечта все-таки жить в горах, да? Ну да, я просто вырос в горах в Уральских. Понял. Я здесь живу хорошо. А где, в каком месте? Все, слава богу, но я тоскую по горам, прям не могу. А в каком месте там, в Урале? В Урале? Я в Магнитогорске родился, а в лес всегда ездили в горы, в Абзаково, в Башкирию. Там буквально 50, Сколько тебе лет? 56 километров. Мне 44. Ну, когда я услышал, что ты... Вот будет 45 в сентябре. Понятно. Когда я услышал, что ты еще и в Абхазии был, мне в Абхазии очень удивительно стало. я был несколько раз в Абхазии. Мы с друзьями туда ездили. Угу. В Волохадзе мы там на берегу моря там отдыхали. Там мужчина, прям у него дом возле моря. Мы договорились, палатку поставили у него в саду в Мандарине. Абхаз? Нет, армянин. И все, и катались на своем бусике. У меня бусик был полноприводный, японский. И мы... Бусик это что такое? Микроавтобус. Понял. И мы катались по всем горам там. А потом ночевать приезжали к нему туда. Он так символически с нас плату брал. Мы у него в пресном душе купались. И он даже нам казан дал, мы готовить. Ну, примерно вот как вот палатка. Мы прям под мандаринами поставили палатку. Там прям море. Ну, Саша, многие из тех, кто побывал в Абхазии и какое-то время там пожил, они оттуда не уезжают. Ну, красивая страна. А ты уехал? Ну как, мы туда не жить приезжали, мы просто думали, что там... отдохнуть. Просто не получилось. Мы думали, что мы вместе будем с человеком там совершать служение, людей принимать. Ну, а в общем, мы поняли, что там не служение, а бизнес просто. Ну, это тоже неплохо, я не против, человек просто развивает свой бизнес частный. Просто нельзя использовать верующих людей как рабсилу, ну и поэтому вот так немножко. Я согласен с твоим мнением. То есть, если ты открываешь такое заведение, то людям надо достойно оплачивать труд их. А что за заведение? Ну, санаторий там открыли. Санаторий, понятно. Массаж делают там. Ну, в принципе, все принципы, которые там, они очень правильные, очень интересные. Санаторий сам по себе, как говорится, это уже бизнес-проект. Ну да, я понимаю. Но ты думал, что как-то по-другому там будет функционировать? Ну да. Ну это просто так. Упал. Ну она уже отошла. Какие они будут такие? Мороз бахнул, -3. Это мы обрезку яблонь делали старых. Из яблони, мне кажется, будет... Это же плодовое дерево. К мясу будет, наверное, интереснее. Ну, благородное дерево. Да, это я специально оставил, их уже не расколоть. Я просто оставил эти коряги. Думаю, так, приедут хорошие люди на шашлык.
опуститься. Это вот, ну, 2-3 сотки, а все остальное тоже будет